Мы посмотрели партии из моего творчества разных лет. И первым мы посмотрели партию как раз-таки с местным игроком, который меня обыграл в первом туре. Интересно было показать. Очень хорошая партия получилась. Жалко, что с таким результатом. А также я показала партии с чемпионата мира, с чемпионатов Европы, с суперфинала, с каких-то значимых своих соревнований. Ну, я играю пока только с местными шахматистами. Но, видимо, и сегодня буду еще играть также с местным шахматистом. Впечатление, что это мне напомнило, знаете, в Калмыкии, я сама из Калмыкии, мы раньше в детстве играли в клубе турниры, у нас на тот момент главой республики был Илюмжинов, и были кубки имени главы, и там играли все местные любители, и были там дедушки, мужчины, которые очень сильные, и они нас обыгрывали постоянно. И у меня ощущение сложилось, что я играю примерно такой турнир с любителями, которые просто не выезжают, но играют сильно в шахматы. Просто у них не растут рейтинги, но они сильные. Конечно, они там играют намного сильнее, чем рейтинг 1800. Мне кажется, там намного сильнее у них. И это обидно, потому что тебе приходится работать так, как ты играешь с человеком, у которого бы пунктов 300-400 был бы выше рейтинг. То же самое приходится работать так же, и нельзя расслабляться, ты должен готовиться. Все то же самое делаешь. Поэтому здесь, конечно. И именно это даже не дети. Меня что поразило. Обычно, когда ты играешь, бывает часто, что дети сильные, у них рейтинги низкие, но и они вырастают. А тут нет. Тут у взрослых людей низкие рейтинги, но они играют сильно. Место проведения шикарное, красивое. Такое чем-то напоминает суперфиналы, как проводят чемпионаты России, что они проводят их в музеях, и здесь конечно схоже. Из этих кубков вырос Санан Сюгиров, и это гроссмастера. А у нас республика очень маленькая, намного меньше, чем ваша республика. У нас на всю Калмыкию 290 тысяч. В Калмыкии, в самой Элисте живут 90 тысяч населения. И представляете, из такого маленького места столько шахматистов появилось, помимо нас еще шахматистов. И у вас обязательно появятся сильные шахматисты и гроссмастера. Но это опять-таки, если это будет именно регулярно, потому что нужны соревнования, в которых будут расти шахматисты. Сегодня завершился наш семинар для тренеров, педагогов. Шахматы как инструмент развития креативного мышления у детей. У нас 4 мастер-класса в рамках семинара провели международные гроссмейстеры. И мы вручили сейчас удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Оно дополнительного профессионального образования, парк будущих поколений. У нас самая главная задача сегодня – это подготовка тренерских кадров, потому что интерес к шахматам у нас возрастает, желающих заниматься много, а тренеров на сегодня еще недостаточно. Поэтому мы сейчас решаем именно эту задачу. И сегодня 23 человека получили удостоверение, могут на полных правах в своих образовательных организациях заниматься шахматными детьми. Я бы хотел пожелать всем нашим тренерам успеха в их тренерской деятельности, воспитать новых шахматных звездочек, также людей, просто любящих шахматы, и пожелать им крепкого здоровья и успехов во всем остальном. Сегодня у нас знаменательное событие. Сегодня исполнилось ровно 55 лет нашему уважаемому шахматисту, двукратному чемпиону республики Максиму Михайловичу Попову.
настоящий момент стартовал 5-й тур, то есть этап Кубка России на призы главы республики Саха-Якутия перевалил турнирный экватор. Единолично лидирует 4 из 4 гроссмейстер Дмитрий Кокарев. Его поддерживает в этой лидирующей гонке, значит, гроссмейстер Шамоев, гроссмейстер Кряквин и Владислав Жирков, представитель Якутска. Вот. Ну, обязательно надо отметить Айрата Даркембаева, который вчера победил многократную чемпионку мира, международного гроссмейстера Галину Николаевну Струтинскую. Вот. А сегодня он встречается с чемпионкой, с действующей чемпионкой России по шахматам среди женщин, гроссмейстером Баирой Кавановой. Вот. Ну, борьба, как говорится, вся впереди. Вот. Борьба очень напряженная. Вот. Никогда не было такого, чтобы, играли меньше 4 часов. Такого вообще нет. Ни разу ни один тур не было. Вот. Ну и как будем ждать сегодняшних результатов. Так что до завтра.